Как ингуши боролись за советскую власть, проливали кровь на фронтах Великой Отечественной, как жил и созидал ингушский народ, а затем был несправедливо выслан из родных земель. Черно-белые картины на экране так знакомы каждому в зале. У Пятимат Азиевой депортацию пережили 4 родных людей со стороны мамы и отца. Воспоминаниями с внучкой бабушка часто делится и сейчас. Бабушка всегда говорила, что они всегда надеялись вернуться на свою родину. И с этой мыслью они и пережили эту депортацию, и мы им обязаны своей жизнью. Они сохранили свой язык, национальность и свое национальное самосознание. Историю депортации длиной в 13 лет школьники рассказывают в стихах и песнях, а старшие в первом ряду. Очевидцы тех событий то и дело кивают, подтверждая каждое сказанное слово. Эльберду Евкурову больше 100 лет. Дедушка вспоминает, дорога в Казахстан для них растянулась на долгих 18 дней. В одном вагоне их было 7 семей. В холодных степях Казахстана душу Магомеда Терлоева до самого возвращения грели рассказы старших о родных горах. Ему было 6 лет, когда их депортировали. За 13 лет многие переселенцы успели обзавестись домами, найти работу. Долгожданный указ о том, что теперь они могут вернуться назад на Кавказ, наконец-то был объявлен. Семье понадобилось всего пару часов на сборы. Все их богатство уместилось в нескольких сумках. Вряд ли найдется в Ингушетии семья, в которой слово депортация знают понаслышке. Люди с такими разными судьбами, но до боли схожей историей, сумевшие выдержать все тяготы жизни и не потерявшие веру в лучшее. В этих исповедях много общего, а еще больше советов молодому поколению, призывающих беречь то, что имеешь, жить в мире и дружбе. Они являются эталоном для подражания сегодняшней молодежи, которая должна брать пример, видеть, что эти отцы и деды не сломились в такие страшные годы для войнавского народа, которые выстояли, выжили, вернулись на родину и продолжали воспитывать поколение. Народов виновных не бывает, бывают виновные перед народами. Именно эти слова Кугультинова – тема сегодняшнего открытого урока. Ингуши говорят, нет ничего, что не имел бы завершения. И та ссылка тоже закончилась. Многое доказав другим и научив нас самих самому важному, тому, что единый и сплоченный народ сломить никому не удастся. Я хотел бы, чтобы даже не молодежь, а даже уже старшее поколение уже понимало, чем это может обернуться, вот когда у нас разрозненность, у нас нет единства, когда народ един. Вот эти примеры призывают нас к единству. Отложить в сторону свои личные обиды, отложить в сторону всякие и быть единым. Ежегодно к этой дате в школе проводят памятные мероприятия. Вспоминают отцов, матерей, бабушек, дедушек. В память о тех, кто так и не смог вернуться, прочитали Мавлид. Хади Добриева, Мейрбек Миржоев, Новости 24.